Обязательно ли иметь своего духовника и как его выбрать? Вообще, конечно, это вопрос такой, не праздный, потому что хорошо бы иметь своего духовника, но, наверное, в полной мере такой опцией могут воспользоваться только монахи, которые постоянно общаются с священнослужителем, постоянно присутствуют на службе, и этот священнослужитель пребывает в монастыре постоянно, являясь их духовником. У нас же, наверное, у мирских людей это очень сложно, потому что мы приходим не каждый день в храм, не всегда там встречается один и тот же священник, особенно это если касается городских храмов. И потом духовник, надо все-таки понимать, это тот, которому мы исповедуем не только грехи наши, но и свои помыслы, которые руководит абсолютно каждым направлением нашей духовной жизни. В полной мере, наверное, говорить о духовнике для мирского человека это будет неправильно. Но священника, который постоянно исповедует и знает наши грехи, наши направления духовной жизни, мне кажется, по крайней мере, к такому надо стремиться, чтобы он был рядышком. Постоянно ходить к одному священнику. И из этого потом может что-то получиться, наподобие духовного отца.